Ну что, сегодня последний ифтар в нашем уютном, теплом доме, штабе Татар Москвы. Провели активисты нашего любимого штаба. Конечно же, радостно то, что каждый год наши активисты активно принимают участие в организации наших совместных ифтаров, сами проводят ифтары. В этом году я очень рада, то, что активисты сами проявили инициативу проведения ифтара в штабе без особого моего участия и сами были инициаторами проведения ифтаров. Также сами собирали людей, приглашали людей, новых людей. Радостно то, что на наши ифтары приходили новые люди, узнавали о нас, приходили новые хазряты, также были гостями наших ифтаров. Многие люди узнали об ифтаре и о том, как мы проводим ифтар в штабе первый раз. Радостно то, что приходили родители, мамы, сестры, братья, младшее поколение. Также у нас уже семьи с детьми, с маленькими приходили на ифтары. У нас уже были как раз и семейные ифтары, то, что у нас поколение растет, появляются дети. Маленькие дети в штабе Татар — это очень радостно и интересно, то, что они также привносят свою частичку. Например, семья наших любимых тюбетей Дениса, Рузели, Малика, которую мы встречали как раз с роддома, она нам вчера исполнила красивых стихотворений, спела песни для нас. И это поколение, которое уже растет на наших глазах, мы радуемся тоже. Наши пары, которые создались в штабе Татар, приходят с детьми на наши как раз встречи, и мы рады их, конечно же, увидеть в наших стенах уже с таким пополнением. Радостно то, что в этот священный месяц Рамадан было очень много известных хафизов в наших стенах. Мухаммад Аль-Рошд приходил к нам, проводил несколько лекций, конечно же, для наших студентов. У нас проходили интересные лекции на знание ислама, на знание религии. И очень много интересного также наши студенты узнали в этот священный месяц Рамадан о том, как правильно поститься, о том, как правильно держать пост, молиться. На наших стенах также проходила молитва, и постились люди, совместно читали дуа, и получали новые знания. Помимо нашего штаба мы были приглашены гостями, конечно же, на Дни Республики Татарстан, на Дни Республики Башкортостан, других национальностей. И нас приглашают везде, в шатер Рамадана, почетные гости. Также я в этом году приняла участие в республиканском огромном ифтаре, который проходит ежегодно в Казан-Экспо по приглашению Радика Абдрахманова. Благодарим его за то, что он всегда приглашает на нас на такие значимые мероприятия для нас, для татар Москвы и вообще татар всего всей России, потому что там очень много друзей встречаю, также рады там видеть своих знакомых. На республиканском ифтаре было порядка 14 тысяч человек. Это был 13-й республиканский ифтар. Такого масштаба я на ифтарах еще ни разу не была. Конечно, 13 тысяч людей — это прям ощутимо. Радостно то, что все имамы, хазряты всех республик были приглашены на такое огромное мероприятие. И то, что многие, конечно же, там знакомятся, общаются, происходит обмен мнениями, знакомствами. На таких мероприятиях люди стараются делать много благих дел, помогать друг другу с каждым годом. Вот. Также на следующий день организован был женский ифтар, фэшн-ифтар. На нем приняло порядка 1400
прекрасных, красивых девушек. В этом году цвет был выбран оранжевый. Это связано с Востоком, с пустыней, с мистическими такими нотками красивыми. Очень много было красивых девушек. Очень рада была присутствовать на таком мероприятии, зарядиться красотой новыми. Много было показов, красивых фэшн-показов. Конечно же, выступали девочки из Земли, разыгрывали поездку в Умру. Очень много было подарков от Джаннат Мингазовой. Очень много было новых знакомств. Я приехала очень воодушевленная. В этом году я также провела женский ифтар на 150 девушек. Женский татарский ифтар. Очень много было наших сестер. Всем очень понравилось. У нас была очень интересная программа. Мы пригласили наших очень знаменитых татарских женщин, которые рассказали нам о том, как правильно себя вести в семье, как ислам повлиял на их в жизни, как они пришли к этому. Очень многие сестры поделились своим мнением по поводу того, как они одели платок. Очень интересная была программа. Также у нас выступала Гузелья, Гульнара Ярулина, моя тезка полная. Очень красивым прошел женский татарский ифтар. Это один из таких больших красивых ифтаров, где наши любимые, наимудрейшие татарские Роза Ханум, также Наиля Ханум, они спели нам манаджаты. Роза Ханум спела нам песню прекрасную про маму, в котором все девушки просто расплакались. Девочки принесли подарки, подарили каждую подарки. Каждая принимала каким-то образом участие. Очень радостно то, что в священном месяце Рамадан все пытаются побольше принимать участие в благих делах. Также непосредственно касаясь штаба татар, принимать активное участие в помощи для детей, больных. В нашем чате Иман Лейф Территориалар, который мы так назвали, мы также делились о совместных ифтарах, о совместных таравихах. Очень радостно то, что все татары и башкиры вместе собирались, ходили на таравихи, на ифтары, вместе собирались и ходили на другие мероприятия. Также интересно то, что у нас прошел благотворительный концерт имени Фуад Мансура, в котором мы тоже принимали участие совместно с нашими активистами, посетили такой концерт и помогли хоспису имени Анжелы Вавиловой. В этот месяц, священный Рамадан, очень много было подарков. Также очень радостно то, что каждый привнес свою лепту и в благих делах. И каждый пытался помочь и помогал. Я желаю всем не только в этот священный месяц делать благие дела, а также продолжать целый год совершенствоваться в благих делах, в благих намерениях. Пусть этот пост, наши молитвы, а также все благие дела будут приняты. Аллах кабул етсін. Ураза Аларыбыз кабыл болсын.